بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Сегодня на этом уроке я хотел бы с вами поговорить про распространенное явление в нашей жизни, которое встречается часто, но оно зачастую и для нас самих бывает актуально. И это вопрос, который касается рукья. Рукья шар'ия, шариатская рукья. Что такое рукья? Да? И ученые, когда дают определение слову рукья, они говорят, то, что рукья шар'ия, шариатская рукья, это чтение аятов Корана или дуа, которые есть в шариате с дуновением на места, которые болят. И часто используют эту рукью именно при сглазе, при колдовстве и как, защита от этих бед, да, а также лечение этих самых бед. Значит, тема нашего сегодняшнего урока это рукья, рукья шар'ия. И под словом рукья подразумевает именно чтение аятов Корана, либо азкаров, зикров, либо дуа, которые человек читает с намерением, чтобы излечиться от разных бед. И при этом поплевывает на то место, которое болит. Для того, чтобы излечиться от разных бед, и часто используют рукью именно при сглазах, при излечении от колдовства и разных вот этих вот вещей, которые мы не можем простыми таблетками, простыми лекарствами излечить. И поэтому это на сегодняшний день для нас, конечно же, является актуально, потому что всякое бывает с нами. Так ведь? Иногда наши маленькие дети, да, часто бывает им попадает сглаз. Часто бывает так, что мы не знаем причину, всю ночь плачет, да, вроде и здоров, и все нормально, да, и зубы вроде не режутся, да, но испытывает какое-то недомогание. И поэтому это для нас самих это актуально для наших близких, а также для наших родственников, которые, так скажем, немножко далеки от мечети. Потому что они тоже, когда им тяжело, вспоминают, оказывается, мечеть нужно, чтобы почитали, чтобы там и так далее, да. И особенно, когда они, наши родственники, которые далеки от мечети, встречаются с тем, что не могут никак не излечиться, тогда уже про мечеть вспоминают, про чтение каких-то там аяты там и так далее, да, про это вспоминают. И поэтому это для всех нас является актуальным. Этот вопрос для всех нас является актуальным. И первое, на что я хотел бы указать, первый вопрос, который касается вопросов рукья, да, это, во-первых, то, что в этой теме, в теме рукья у людей огромные предрассудки. В этой теме у людей огромные суеверия. Кто-то говорит, что такое-то растение изгоняет злых духов, и весь свой дом увешал этим растением. Кто-то говорит, вот такая-то вещь, например, подкова, приносит удачу. Кто-то говорит, вот такой-то предмет, он защищает от сглаза. Да? И поэтому именно в вопросах, которые касаются рукья, очень много предрассудков и очень много суеверия. И этим пользуются разные шарлатаны. Разные люди, у которых намерения нечисты, пользуются тем, что просто, грубо говоря, выкачивают деньги от людей, которые к ним обратились. И поэтому, что бы с нами ни происходило, что бы с нами ни было, да, мы должны знать что любая проблема, с которой мы сталкиваемся, она не должна нас приводить к еще худшим последствиям. А когда происходят худшие последствия? Когда человек, например, заболел, испытывает какое-то недомогание, лечится, не помогает, и в итоге что делает? Он в итоге ищет какие-то другие, и как они сами говорят, да, какие-то магические способы для излечения и обращаются к разным предсказателям, к разным колдунам, к знахарям разным непонятным, да, и в итоге, сами того не осознавая, могут впасть в многобожие, могут впасть в неверие, могут впасть в большие грехи
именно из-за того, что они обращаются к вот этим вот предсказателям, экстрасенсам там и так далее. Да? И поэтому мы все должны вот это вот понимать, да, и быть настороже, быть настороже. И кто застал еще те времена, последние времена СССР, да, когда, помните, там конец 80-х годов, начало 90-х, вся страна буквально сидела с банками воды перед телевизором, да, помните? Кашпировский там, Алан Чумак там и так далее, да, то есть массовая такая истерия была, массовая истерия была. И поэтому ученые сказали, вот самое наихудшее, что может произойти с человеком, это то, что он, не выдержав испытания, которые встречаются ему в жизни, в его жизненном пути, он попадает в еще большие тяжкие грехи, еще большие тяжкие последствия, чем сама его болезнь. Понимаете? Вот то, что мы болеем, это плохо, конечно, да, нужно проявлять терпение, просить у Аллаха и так далее, да, но когда я из-за этой болезни сам себя погружаю в еще худшее состояние, да, которое имеет последствия не только в этом мире, но последствия имеет далеко идущие и в ахирате тоже. Это, конечно же, является большой бедой и большой напастью. И поэтому мусульманин, который верит в Аллаха, во-первых, он должен встречать любые невзгоды, любые болезни, которые случаются в его жизни, во-первых, с терпением, со стойкостью. Вспоминаем тот самый хадис, где пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям сказал: удивительное положение верующего, что бы с ним ни случилось, он говорит альхамдулилля. Если с ним случится благо, он благодарит Аллаха, и это оборачивается для него благом, да, еще лучшим, хайром. Если же с ним случится какая-либо беда, какая-нибудь печаль, да, он терпит и говорит альхамдулилля. И это оборачивается в итоге для него, опять же, благом. И поэтому самое главное, что от нас требуется, чтобы с нами не происходило, это терпение, это стойкость, да, и ни в коем случае не отдаляться от пути Аллаха. Это первое. И, конечно же, само излечение. То есть лечение, то есть когда мы говорим про болезни, печали, невзгоды, которые случаются в нашей жизни, неправильно некоторые понимают то, что только нужно запереться дома, терпеть, делать дуа, быть стойким и так далее, да, и больше ничего не предпринимать. Нет! Сам пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям призывал нас лечиться, да, призывал нас, чтобы мы излечивали свои болезни. И в дальнейшем мы будем говорить о том хадисе, где говорится про лечение. Но лечение должно быть каковым? Лечение должно быть строго в рамках шариата, который Аллах субханаху ва тааля установил. Не выходить за границы, не выходить за пределы. И поэтому верующему категорически запрещено с той трудностью, с которой он сталкивается, да, чтобы это переросло еще и в беду и печаль, которая может уничтожить его веру, его религию. И поэтому, значит, первый вопрос, то, что у людей очень много суеверий, очень много предрассудков в вопросах рукья, в вопросах рукья шар'ия, да, в вопросах излечения от разного колдовства, от сихра, от сглаза и так далее, да, и поэтому мы, мусульмане, во всех этих вопросах, мы не выходим за те рамки, которые установил Аллах субханаху ва тааля для нас, и искать пути лечения только те, которые дозволены Аллахом субханаху ва тааля. Дальше, следующий вопрос, о котором я хотел вам сказать, это то, что для нас, для мусульман, самое главное и самое великое излечение, это, конечно же, Коран. Это же, конечно же, слово Аллаха субханаху ва тааля. И относительно того, то, что Коран является излечением, исцелением для человека, об этом есть множество аятов. Среди которых, например, Аллах субханаху ва тааля в суре Исра, в 82 аяте говорит: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. И мы не спосылаем из Корана то, что является исцелением и милосердием для верующих. Но для беззаконников он, то есть Коран, да, он ничего не прибавит, кроме убытка.
кроме убытка. И вот смотрите, вот в этом аяте Аллах Субханаху Тааля говорит, мы не спосылаем из Корана. Да? То есть Коран сам по себе, его части, его суры, они являются исцелением. Они являются милосердием для верующих. Но как они могут оказаться убытком для беззаконников, для залимов, для тех, которые объявили войну Аллаху и его религии, и его посланнику, да, то здесь подразумевается тем, то, что они, то есть смысловой убыток. То, что они в итоге приведут их к тому, то есть эти аяты и смысл всего Корана приведет их к тому, то, что в судный день они подвергнутся строгому расчету, и Аллах Субханаху Тааля подвергнет их наказанию. Но нужно помнить, то, что Коран является исцелением как для мусульман, так и по милости Аллаха может быть исцелением для немусульманина. И это случилось при жизни пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи. И сейчас к этому хадису тоже придем. И в другом же аяте Аллах Субханаху Тааля в суре Юнус, в 57 аяте говорит: «Вашифау лима фис судур». И Коран является исцелением тому, что находится у нас в груди. То есть те печали, которые мы испытываем, да, те невзгоды, которые мы переживаем, Коран для всего этого является исцелением. И в третьем же аяте, сура Фуссилят, 44 аят, Аллах Субханаху Тааля сказал: «Куль хуа лилладина аману худау ва шифа». Скажи, он, Коран, для тех, которые уверовали, является ведущим прямым путем, ясным руководством, да, и является исцелением. И поэтому, уважаемые братья, Коран для нас самое главное лекарство, самая наилучшая таблетка. Но если мы будем выполнять, конечно же, его условия. Просто так, да, если просто прочитал и не выполнил необходимые условия, то он тебе мало поможет. И среди Корана, когда ученые говорят, да, что именно из Корана помогает, именно какие суры, весь ли Коран и так далее, да, весь Коран является исцелением, лечением. Но среди сур Корана есть сура, которая называется Уммуль Китаб, матерью книги или началом книги. Что это за сура? Это сура Фатиха, да? И ученые говорят тут, почему суру Фатиха назвали Уммуль Китаб, матерью книги. Почему? Потому что то, что в Коране, сейчас же у нас перед нами Коран из 600 страниц, так ведь, издание Корана распространенное, в нем 600 страниц. И то, что в Коране описывается на протяжении 600 страниц, все это собрано общими словами в суре Фатиха. Все, что Аллах Субханаху Тааля тщательно, подробно описывает в остальных сурах, через ангела Джабраиля, пророка Мухаммада, когда не спосылал, да, аяты Корана, то это все собрано общими словами в суре Фатиха. Альхамдулиллахи раббил алямин. Хвала Аллаху, Господу миров. Ар-Рахман ар-Рахим, милостивому, милосердному. И поэтому до самого конца, если мы прочтем эту суру, мы поймем то, что она содержит в себе всю основу, на которой держится ислам. И поэтому, уважаемые братья, сура Фатиха является одной из самых наисильнейших сур, посредством которой можно делать рукья. Можно делать рукья шар'ия. И также все мы, верующие, должны быть строго уверены в том, и это должно быть в нашей вере, в нашем иатикаде, в нашей акиде, то, что Коран является исцелением. Ибрахим, алейхиссалям, в суре Шуара, 80 аят, приводятся его слова. Ибрахим, алейхиссалям, сказал: «Ва-идha маридту фахуа яшфин». И если же я заболею, да, если же меня постигнет какая-нибудь болезнь, Он, Аллах Субханаху Тааля, излечит меня. Поэтому связь с Аллахом, обращение к Аллаху, упование на Аллаха, это, конечно же, является помощью при преодолении этих самых болезней. И теперь смотрите. Сура Фатиха. Во времена пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, случилась такая история. Сообщается со слов сподвижника Абу Саида аль-Худри, да будет доволен им Аллах, то, что он в числе других сподвижников, они выступили однажды по какой-то цели, да, выступили из Медины. И когда они прибыли в одно место к жилищу бедуинов, да, пришли к ним и попросили у них еды.
И те сказали, нет, мы вам не дадим. То есть отказали им в простейшие вещи, да, в гостеприимстве, в кормлении путников, и сказали, не дадим. И хорошо, и они не стали заходить в их жилище, да, остались вдали и там заночевали. И в этот день, в это время главу этого племени, этой местности ужалило насекомое. Ужалило насекомое, и тогда эти люди, эти бедуины, которые жили там, да, один из них пришел к ним и сказал, у вас нет какого-нибудь лекарства или же того, кто читает рукья. Кто читает рукья для того, чтобы исцелить нашего главаря, да, нашего предводителя, нашего племени. И тогда сподвижники сказали, да, вы, говорит, сами нам отказали в еде, отказали в гостеприимстве, а теперь, говорит, просите у нас помощь. Нет, мы вам не поможем до тех пор, пока вы нам что-то взамен не дадите. И потом они договорились, да, то, что один из сподвижников будет делать им рукья, будет им что-то читать, да, на то место, куда ужалило насекомое, а они им за это дадут несколько барашков. Несколько барашков. И после этого этот человек из подвижников, да, пришел к тому главарю, которого ужалили, поплевал на место, которое было ужалено, и читал суру Фатиха. Прочитал суру Фатиха, и по причине этого тот человек исцелился. Тот главарь исцелился и выполнил все свои обещания и отдал им несколько овец. И когда сподвижники увидели то, что как бы ему дали столько много мяса, там это, да, ну, дали барашков, они сказали, нет, мы не примем эти вещи, мы не примем этих овец до тех пор, пока не спросим у пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И после этого, когда они вернулись уже в Медину и спросили у пророка, саллаллаху алейхи вассалям, «Вама адарака аннаха рукья». И пророк, саллаллаху алейхи спросил у этого человека, да, откуда ты мог узнать то, что это является и рукья? Откуда это узнал, да? И он сказал, это говорит сура Фатиха, да? Это аят из Корана, это сура из Корана, это слова Аллаха, и поэтому я ее и прочитал. И тогда пророк, саллаллаху алейхи рассмеялся, улыбнулся и сказал, выделите из того, то, что вам дали, из того подарка, часть, которая принадлежит мне. И подобным образом пророк, саллаллаху алейхи вассалям, подтвердил своей улыбкой, своим молчанием, своим согласием, подтвердил то, что это сделал этот сподвижник. То, что он прочитал суру Фатиха и излечил другого человека, да, посредством суры Фатиха. И в этом для нас указание на дозволенность использования этой суры как рукья, как лечением и заговариванием суры Фатиха место, которое было ужалено и которое болит. Дальше, после суры Фатиха, в Коране есть величественный аят, самый величайший аят, это аятуль курси. И как сказали ученые, аятуль курси, если человек будет его искренне читать, этот аят, то этот аят способен уничтожить колдовство, способен уничтожить порчу, колдовство, но с условием, чтобы то есть этот аят, читался искренне, с правдивостью и с надеждой на Аллаха Субханаху Тааля, то, что Аллах излечит. Аллах излечит. И поэтому аятуль курси ученые ранее писали, и сейчас сообщают живущие современники ученые, да, то, что то есть в их жизненном опыте были такие моменты, когда при присутствии этих людей совершались какие-то колдовства, разные там непонятные какие-то там заговоры там и так далее, да. И когда кто-то из присутствующих читал аятуль курси, колдуны были бессильны, ничего не могли совершить. Те самые экстрасенсы, те самые, допустим, предсказатели, те самые знахари, когда пытались что-то сделать при помощи своих шайтанов и так далее, да, когда читался рядом с ним аятуль курси, они были бессильны и ничего не могли сделать. И поэтому после суры Фатиха также особняком со всего Корана стоит именно аятуль курси. И третье, что распространено и читается в качестве рукья, это суры Ихлас, Фалях и Нас. Последние 3 суры из Корана. И их даже ученые называют муаввидат. Специально называют их муаввидат, что в переводе означает суры, которые оберегают от колдовства, от сглаза. Суры, которые оберегают от колдовства и от сглаза. И поэтому вот даже пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, как нам об этом сообщила его жена Аиша,
перед тем, как лечь спать, когда он уже находился на своем ложе, на своей кровати, да, он сидел, поднимал руки, да, и дул в руки, делал так, да, и читал 3 суры Ихлас, Фалях, Нас, и после этого протирал самого себя. И это повторял он 3 раза. 3 раза, каждый раз перед сном, каждую ночь он это проделывал. И поэтому мы сами тоже можем это использовать. Тоже можем это делать, да. И более того, если вы читали сиру пророка Мухаммада, вы знаете, то, что колдовство и пророка Мухаммада пытались околдовать, да, пытались навести на него порчу, но пророк Мухаммад, сам себя очистил от порчи посредством чтения именно вот этих вот 3 последних сур из Корана. Ихлас, Фалях, Нас. И поэтому из всего Корана, каждый из аятов, каждый из сур, это является исцелением Аллаха Субхану ва Тааля. Их можно читать. Но особенно выделяется среди них это сура Фатиха, это аятуль Курси, и это последние 3 аята, последние 3 суры из Корана, которые, даже ученых прозвали суры, которые оберегают от колдовства и от сглаза. Аль-Муауидат. Дальше, следующий вопрос, на который я хотел бы остановиться, это то, что верующий, когда он будет читать в качестве рукья, в качестве вот этих вот слов, да, на место, которое болит его, да, когда он будет читать разные зикры, разные дуа, чтобы он понимал, что он говорит. Чтобы его сердце было, чтобы его сердце было открытым, чтобы его сердце было направленным, чтобы он думал об этом, чтобы все его намерения были именно, все его мысли именно об этом дуа. Потому что это не только касается рук, это касается и нашего намаза, и наших зикров, которые мы делаем утром, вечером, после намазов там и так далее. Да? Мы очень часто забываем о том, что нужно размышлять над тем, что ты говоришь. Размышлять над теми зикрами, которые ты произносишь. И у нас изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год, даже вот эти вот зикры, даже хотя бы, скажем, после намаза, да, они у нас доводятся до автоматизма. Вот так вот проходит, к сожалению, да? А хотя мы должны понимать и должны размышлять, что мы сейчас говорим. Субханаллах, пречист Аллах, альхамдулилля, вся хвала принадлежит Аллаху. Аллаху Акбар, Аллах велик. И это же касается и намаза, да, понимать то, что мы читаем в намазе. И это же касается и паломников, которые находятся на святых местах, да, когда мы находимся на святых местах, совершаем таваф или находимся в долине Арафа. Суть не в том, чтобы ты как можно больше проговорил зикров, которые, например, собраны в какой-то книге. Не в этом суть. А суть в том, чтобы ты был искренним, чтобы твое сердце было направлено к Аллаху, открыто, да? И чтобы ты понимал, осознавая, говорил все твои зикры, все твои дуа, все твои мольбы, которые ты хотел просить у Аллаха Субхану ва Тааля. И поэтому, уважаемые братья, и это же касается и рукья. Очень важно, когда мы будем делать дуа, например, которое было сообщено в сунне пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, или же иные слова, зикры, да, когда мы будем произносить это для того, чтобы исцелить самих себя или наших детей, да, от каких-либо сглазов, порчи там, и так далее, да, чтобы мы понимали то, что мы читаем, И, как сказали ученые, да, если когда мы будем читать рукья, и мы не будем понимать то, что мы говорим, это, говорит, ослабляет действие самой рукья. Ослабляет действие самого аята, самого дуа. Потому что у арабов есть такая поговорка, да, «Ас-сейфу бидари биха», да, меч, он зависит от того, как им ударят. Если, допустим, человек, который хочет поразить, допустим, врага, или, допустим, который хочет уничтожить какую-то цель, да, если он его не наточит, если сильно не замахнется там и так далее, результат никакой не будет. И ваша рукья, это является тем самым мечом, посредством которых вы хотите убить врага какого? Шайтана, или же порчу, или же колдовство, или же сглаз. Вы хотите с этим покончить. А если ваш меч не будет наточен, или же вы ударяете вот так вот, да? Аккуратно, тихо так, да? Так, легонько касаетесь только.
то, конечно же, действие будет намного слабее. И поэтому нужно понимать, что мы читаем, осознавать то, что мы читаем, да, думать об этом и мыслями направляться именно в те смыслы, которые заключены в аятах или же в зикрах, которые говорятся. И поэтому сура Фатиха, аятуль Курси, последние 3 суры из Корана, либо иные дуа, которые пришли в сунне пророка Мухаммада, саллаллаху, и сейчас мы некоторые из них зачитаем, да, чтобы все они, мы понимали то, что мы читаем, что мы говорим, и особенно, когда мы делаем рукья. И также сообщается в одном из хадисов, то, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, когда что-то болело, он говорил, да, أذهب البأس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. Посланник Аллаха саллаллаху сказал: удали эту болезнь, о Господь людей, излечи же, ведь ты лечащий, и нет никакого лечения, кроме твоего лечения, и это лечение, которое не оставляет после себя эту болезнь, не оставляет после себя эту болезнь. И поэтому, вот когда мы понимаем смысл этих слов, да, вот мы размышляем над этим: удали эту болезнь, о Господь людей, Аллах субханаху ва тааля, да, излечи же, и ты являешься лечащим, и ничто, никакое другое излечение не поможет, кроме твоего излечения, кроме твоего исцеления. Ведь это так и есть, субханаллах. Вот мы люди, мы иногда сами себя в грудь стукаем, да, вот у нас этот прогресс, информационные технологии, вот-вот мы победим рак, вот-вот мы там придумаем лекарства там, от СПИДа там, и так далее, да. Мы такие прям очень горделивые. Но как только случаются какие-то моменты, когда вроде бы, казалось бы, простая болезнь, но ни одно из действующих лекарств не может унять боль человека, не может как бы излечить его, да, и мы не можем... То есть очистить этого человека, да, и после этого мы говорим про себя то, что вот мы такие, вот мы сякие, вот мы впереди там и так далее, и забываем об Аллахе, это очень плохо, очень плохо. И поэтому всегда нужно полагаться на Аллаха субханаху ва тааля, всегда ждать от Аллаха субханаху ва тааля и не быть высокомерным, не говорить то, что вот я, вот мы, вот человечество, вот лучшие умы там и так далее. Потому что в жизни много примеров, когда лекарства не помогают, да, и человек так страдает, и в итоге как бы его жизнь оканчивается. И поэтому, когда мы понимаем смысл этих дуа, наша вера укрепляется, наше упование на Аллаха усиливается, и наша зависимость от Аллаха, наша слабость перед Аллахом и наша... как сказать, тубанчилек, да, по-татарски говорится, да, это только лишь увеличивается, и это является, конечно, для нас пользой, и Аллах, субханаху ва тааля, иншаллах, по своей милости удалит эту болезнь. Также в другом хадисе сказано, то, что один из подвижников, когда принял ислам, вот с момента, как он принял ислам, стал мусульманином, у него появилась какая-то болезнь, которая не уходила. То есть болит постоянно, не может уйти. И когда он пожаловался пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: возьми свою руку и положи на то место, которое у тебя болит из твоего тела. И скажи 3 раза, да, скажи 3 раза бисмилля, а после этого 7 раз скажи а'удhu билляхи ва кудратихи мин шарри ма аджиду ва ухадир. Этот хадис, кстати, в Сахих аль-Муслим, поэтому 3 раза, 7 раз. Иногда у людей, когда перечисляются цифры, которые касаются зикров, да, сразу включается критическое мышление, он говорит, что-то не то, что-то какой-то эфсин-тефсин какой-то, да. И иногда вот такие вот моменты возникают. Нет, этот хадис, он сообщается в Сахих аль-Муслим, он достоверный хадис, да. И поэтому пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи, сказал этому сподвижнику: поставь руку на то место, которое у тебя болит, да, и скажи 3 раза бисмилля, 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 и после этого 7 раз скажи а'удhu билляхи ва кудратихи мин шарри ма аджид ва ухадир. И его смысл таковой: 3 раза бисмилля с именем Аллаха, а затем 7 раз прибегаю к Аллаху и к Его могуществу от зла, которое я чувствую, от боли, которую я чувствую, от болезни, которую я чувствую, а также от того, что я думаю. И вот смотрите, да, вот здесь вот посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, нам показывает, да,
то, что просить у Аллаха и обращаться к Аллаху не только от болезни, да, то, что именно сама болезнь, а также от тех мыслей, которые нас посещают. Потому что иногда шайтан настолько накручивает человека, у него может быть маленькая болезнь, да, а он уже там сам себя уже похоронил уже от этой болезни, да. Вот там это случится, то случится, вот там это пройдет, да. И в итоге он что делает? В итоге как бы сам себе свое настроение ухудшает, свое самочувствие ухудшает, да. И в итоге как бы и действительно ему хуже становится. И поэтому пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: ищите защиту у Аллаха от этого качества. Это человеческое качество. Да? Человек слабый, человек немощный, да? Человек, ему свойственно думать разные плохие мысли, и поэтому просите у Аллаха. Просите у Аллаха, чтобы Он вас излечил, да? Прибегайте к Его защите, к Его могуществу, от той боли, которую вы чувствуете, а также от тех мыслей, которые приходят вам в голову во время болезни, которые посещают нашу голову. И поэтому, уважаемые братья, это являются два примера из жизни пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, которые касаются чтения определенных дуа, которые используются в качестве рукья. Следующий вопрос, да, о котором я хотел сказать, то, что чтение аятов Корана, чтение дуа, который пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сообщил, либо чтение тех слов, говорить те слова, которые не противоречат вере в Аллаха, да, которые не противоречат исламу, не противоречат шариату, да, то мы все это, когда мы это должны делать, мы должны быть правдивыми, уверенными в том, то, что Аллах Субханаху ва Тааля дарует нам свое излечение. То, что Аллах Субханаху ва Тааля дарует нам свое облегчение. Вот это вот от нас требуется. Не то, что, допустим, да, но люди же разные бывают. Люди иногда, они сомневаются, допустим, да, и особенно я сейчас говорю про простых людей, которые далеки от мечети, да, потому что, я как хазрат с ними ежедневно сталкиваюсь, и среди родственников наверняка у нас у всех есть такие люди, да, когда с ними что-то случается, они сначала в больницу идут, то лекарство, это лекарство, 3, 5, 10. Второй этап какой? После официальной больницы. Дальше уже какие-то народные методы, какие-то народы там эти, да, травы там и так далее, да, или может быть даже гомеопатия, может кто-то сейчас даже разозлится из-за этого, но все равно проходит этот этап, да. Третий этап какой? Когда уже ничего не помогает, уже идут в мечеть. Чтобы сделали дуа, чтобы им почитали, чтобы там и так далее, да. То есть вспоминает лишь об этом в самом конце. Это первая беда, то, что он самым последним это вспоминает. Вторая беда, когда он даже приходит и говорит: вот ты же работаешь хазратом, брат, там, двоюродный брат, там, говорят, да? Ты же работаешь хазратом в мечети, почитай мне, пожалуйста, Коран. Но он к тебе пришел, он не пришел к тебе со 100% уверенностью, то, что сейчас вот Коран почитается, и иншаллах тебе это поможет. Нет, авось поможет. Он приходит с таким намерением. Быть может, да, что мне жалко, что ли, да? Пусть почитают, уж ничего же страшного не случится. То есть, такое вот сомневающееся положение, шаткое положение. Вот это вот является также одной из причин преграды достижения исцеления. Не будет исцеления, пока человек будет как бы авось поможет, авось не поможет, давай почитаем, или матурам, давай детям сделаем рукья, почитаем Ихлас Фалях Нас, может быть им станет лучше. Конечно, с таким настроем и с такими мыслями, конечно, им не станет лучше. Потому что нету правдивости, нету уверенности, нету упования на Аллаха. И поэтому вывод какой? Вывод такой, то, что когда мы читаем Коран и читаем рукья, читаем зикры, дуа и так далее, да, мы должны быть уверены в том, что Аллаху Субханаху ва Тааля посильно исправить ситуацию, какой бы она ни казалась для нас тяжелой. Аллах Субханаху ва Тааля мощен убрать эту болезнь, да, и какой бы она страшной ни была. Аллах Субханаху ва Тааля по его словам, по его аятам из Корана, да, Коран является исцелением, и мы должны быть в этом уверены, то, что это и является действительно исцелением. А у нас, к сожалению, иногда мы думаем, что панадол, он сильнее работает, чем сура Фатиха из Корана. К сожалению.
Вот это вот, конечно, тоже является для всех нас бедой и поводом задуматься, насколько сильно наше упование на Аллаха. Следующий момент – это то, чтобы верующий, когда читает рукья, или же когда ищет какое-либо излечение от болезни, от напасти, да, чтобы он знал, что все, что он в этом мире, посредством чего он лечится, это все причины. На самом деле дарующий излечение и который воспроизводит эти самые причины, это один Аллах Субханаху ва Тааля. Понимаете? И поэтому, насколько бы сильно не было лекарства, насколько бы красиво не читал Коран какой-нибудь чтец или хазрат или имам, насколько бы он не был известный там, и так далее, да, мы должны знать то, что это все, это лишь только причины. Единственный, кто может излечить тебя, это лишь один Аллах Субханаху ва Тааля. И поэтому Ибрахим алейхиссалям, тот же самый аят вспоминаем, да, Ибрахим алейхиссалям сказал: «Ва ида маридту фахуа яшфин». И если мне станет больно, если я стану болеть, то Он излечит меня. Аллах Субханаху ва Тааля излечит меня. Но вместе с этим тот мусульманин, тот верующий, который уповает на Аллаха, он должен ожидать результат от Аллаха. Он должен полагаться на Аллаха. Он должен всем своим сердцем быть направлен к Аллаху и вместе с этим должен выполнять причины. Пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, когда к нему обратился один бедуин и спросил: «О посланник Аллаха, что мне делать? Привязать свою верблюдицу к дереву или же уповать на Аллаха?» И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Привяжи свою верблюдицу к дереву и уповай на Аллаха. Выполни причины, которые помогут, которые станут причинами, которые уберегут тебя от этой беды, и после этого уповай на Аллаха». И поэтому часть упования на Аллаха, и мы должны, это наша акида, это наш иман, да, это то, чтобы мы должны совершать причины для того, чтобы этой болезни, этой вещи, этой напасти не стало. Более того, вспомним, как было тяжело матери Аиса, да, Марьям, мать Аиса, Марьям, когда она рожала, когда у нее были схватки, и когда она после этого родила, Аллах Субханаху ва Тааля что ей сказал, да? «Потряси, говорит, корень пальмы, и тебе, говорит, посыпятся свежие спелые финики». Женщина, которая только родила, бессильно, беспомощно, да? И вместе с этим Аллах Субханаху ва Тааля говорит: выполни причины, пошевели. Дальше результат уже будет от нас. И как может женщина пошевелить это самое основание пальмы? Насколько сильно ее будет вообще движение? Там даже здоровый мужчина не сможет как бы сделать так, чтобы там закачалось основание этой пальмы. Но Аллах Субханаху ва Тааля говорит: выполни причины, а дальше уже мы сами сделаем. Дальше уже результат будет от нас. И поэтому это же относится и к лекарствам. Если с нами случилась какая-нибудь болезнь, сидеть, запираться дома и говорить: я буду ждать и я буду ожидать того, что мне было предопределено, это противоречит сунне пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Не лечиться, отказываться от лечения, уходить от лечения, это противоречит сунне посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Тадау, фа инна Аллаха лам юнзиль даан илля анзаля лаху шифа. Алимаху ман алимаху, ва джахилаху ман джахиля». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: лечитесь, излечивайтесь, используйте лекарства. Поистине Аллах, когда не спосылал каждую болезнь, вместе с ней Он не спаслал исцеление. И тот, который узнает исцеление, он узнает. А тот, который не узнает исцеление, он ничего и не узнает. И поэтому посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, здесь приказывает нам, обращается к нам в приказном тоне: лечитесь, говорит, используйте лекарства, да, ищите излечение. Потому что каждую болезнь, которую Аллах Субханаху ва Тааля не спаслал в мир, на землю, да, вместе с ней есть и излечение. Вместе с ней есть и излечение. И поэтому есть и другой хадис, да, наверняка вы его слышали, где пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: если в сосуд одного из вас, сосуд еды, упадет муха, то что, говорит, делаете? Не выкидывайте просто так. Он говорит: сначала окуните ее, а потом выбросьте. Поистине на одном крыле этой мухи находится лечение, а на другом крыле болезнь. То есть на одном крыле болезнь, на другом излечение.
И поэтому окуните, а потом выбросьте. И поэтому это все является из сунны пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И, конечно же, мы, как верующие мусульмане, должны свято верить в правдивость слов посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, даже если мы этого не сможем понять своим умом или не сможем доказать. Понятно? Или даже если не сможем доказать, вера в это обязательна. И поэтому итог какой? То, что Аллах субханаху ва тааля, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, приказал всем нам лечиться, использовать лекарства. Любое лекарство, которое является дозволенным, которое находится в рамках шариата, которое не содержит каких-либо вредных веществ, которые не приносят вреда человеку, да, которые не делают его состояние хуже, которое не было сделано из наджиса, мы должны это использовать. Что касается лекарств, которые содержат в себе наджис, как, например, лекарства на спиртовой основе, и как спирт является наджисом, по мнению практически большинства ученых, да, то ученые сказали, человек должен стараться искать альтернативу этому лекарству, который не содержит в себе спирт или же, допустим, там, части тела, там, производные из костей, кожи, жиров, мертвых животных или же свиньи и так далее. Должен от этого отдаляться, стараться. Но если альтернативы нету, то в этом случае подобные лекарства можно использовать для излечения, для того, чтобы сохранить жизнь и для того, чтобы сохранить наше здоровье. И также, что я хотел сказать, да, в этом вопросе, то, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в хадисе, да, удали болезнь, о Господь, людей, и излечи же, поистине ты являешься лечащим, и нет излечения, кроме твоего излечения, которое убирает болезнь. И в этом хадисе посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, указал нам, то, что одно из имен Аллаха это Шафи. Шафи, что в переводе означает излечивающий, очищающий, да, аш-шафи. И поэтому это тоже одна из польз, которую пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, упомянул в хадисе. Следующий пункт, да, следующий вопрос, это то, что касается, как читается именно эти аяты из Корана, эти зикры и так далее. И если мы кому-то другому читаем, как это делать, да? И ученые сказали то, что когда читается рукья на себя или на кого-то другого, то на место, которое читается, да, нужно поплевать. И плевок, он выглядит вот так вот, но вместе с этим слюни как бы не должны брызжать, не должны вылетать, да, это в большей степени это выдувание воздуха, да, и иншаллах это является одной из причин, то, что поможет, если вы кому-то другому читаете, да, поможет вашему брату или же вашей сестре. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ман истата'a минкум ан янфа'a ахаху фальяф'аль». Если кто-либо из вас сможет помочь своему брату, да, то пусть это сделает. И поэтому, если кому-то плохо, кто-то болеет там и так далее, или же ваши близкие, да, и тем более, если ваши дети, то вы сами тоже это можете сделать. И, иншаллах, за это будет награда от Аллаха, субханаху ва тааля. Но когда мы читаем рукья и пытаемся излечить самих себя посредством чтения Корана и так далее, нам запрещено использовать какие-то предметы, какие-то причины, которые не были установлены Аллахом субханаху ва тааля в качестве причины для того, чтобы это случилось. Вам простой пример привожу, да? То есть у нас в жизни есть определенные вещи, после которых случается что-то. Например, самый простой пример, да? Если кто-то хочет, чтобы у него родился ребенок, он должен для этого жениться. Так ведь? Если кто-то хочет покушать, он для этого должен заработать деньги. Так ведь? То есть должен выйти на работу, заработать какие-либо деньги, а уж потом купить и насытиться. Если кто-то, допустим, заболел, да, и у него, например, болит голова или же температура там и так далее, да, он может использовать те лекарства, которые являются жаропонижающими. Так ведь? Но иногда люди сами выдумывают какие-то вещи,
который и думает, что это поможет. Хотя между ними никакой связи нету. Например, та же самая подкова. Откуда пришло в голову, кому взбрело, то, что подкова это та, которая сохраняет удачу, которая сохраняет спокойствие в доме и приносит удачу. Подкова, которой куют копыта лошади, какова связь, какова отношение этой самой подковы к счастью? Как это друг с другом взаимосвязано? Аллах Субханаху ва Тааля, когда создал лошадей, когда не спаслал на землю железо, да, Он не сделал так, что как бы каждый человек, который носит себе железо или делает из железа разные формы, то теперь, значит, его жизнь будет успешной. Он так не установил нашу жизнь. И поэтому ученые говорят, что когда человек использует какие-то предметы, какие-то вещи, которые не являются причиной для удаления этой вещи, да, то вот здесь вот человек может впасть в малый ширк. И вот здесь вот человек может впасть в большой грех. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, говорит, кто на себя повесит что-то, и тут подразумевается амулет, талисман, разные обереги, да, то он будет поручен этой вещи, этому предмету. То есть этой безделушке. И он в итоге останется от нее зависимым. И в судный день эта вещь его не спасет. В судный день от наказания Аллаха, от гнева Аллаха эта вещь не убережет. И поэтому вот когда, особенно вот тоже опять-таки маленькие дети, да, вот, в деревнях, допустим, или в городах, видишь, то, что маленькому ребенку привязывают веревкой какую-то вещь, да, и туда маленькую веточку из дерева. Зачем, говорю, вешать? В чем, говорю, смысл? Это чтобы его, говорит, не сглазили. Какова связь между сглазом и между этим маленьким деревцем, который привязан ему на руке? Какова связь? Нету никакой связи. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, сообщил нам, как оберегать себя от сглаза, от колдовства и так далее. Он нам указал, и он сам это делал. Читал суру Ихлас, суру Фалях, суру Нас. И вообще, когда что-то видел, что-то удивительное, он всегда говорил «Субханаллах, альхамдулилля», упоминал имена Аллаха, потому что при упоминании Аллаха шайтан убегает. Вот это делал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи. И поэтому итог какой? Итог такой, то что если люди будут использовать, вешать на себя и придерживаться, трогать там и так далее, или думать то, что какой-то предмет, какой-то талисман, какой-то амулет, какой-то оберег будет тебя защищать от колдовства, от сглаза, от иных бед, порч там и так далее, да? Нет, это в итоге никакой пользы не будет. И более того, это только лишь усилит, усугубит твое положение и твое состояние. И поэтому, уважаемые братья, в целом вся религия ислам, она построена над тем, чтобы мы осознавали свое положение перед Аллахом. То, что мы в нем нуждаемся, то, что мы всегда по любому поводу, по любой проблеме обращаемся именно к Нему, который слышит нас всегда, где бы мы ни были, который понимает любые языки, с которыми бы мы не обращались к Аллаху Субханаху ва Тааля. Да? И последнее, и на этом я завершу, да, последний момент, это то, что когда человек читает рукья, когда кто-то заболевает, да, когда мы приходим к нему, говорим с ним, мы должны стараться вселять в него оптимизм. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, ему всегда нравились хорошие слова, побуждающие, как сказать, на оптимизм, на какое-то умиротворение, на созидание. Подобные слова нравились. И это нужно говорить, когда мы сталкиваемся, когда мы встречаемся с больными людьми. Некоторые наоборот поступают, даже среди мусульман, да, не делают дуа, не желают быстрого излечения, или же не делают рукья, они наоборот, что делают? Они прикалываться начинают, да. Как, например, там один заболел, другой ему говорит, ты вообще в этом году вообще работал, нет? Что-то смотрю, как не увижу тебя, ты болеешь. Ты вообще на работу выходил или постоянно на больничном, да? Кто-то, допустим, там, субханаллах, когда кто-то болеет, допустим, да, что-то случается, какая-то беда, какая-то напасть, да, что-то там тревожит его, да, другой подходит и говорит, я знаю, у моего брата тоже такое же было, потом, говорит, рука заболит, потом, говорит, ноге, говорит, хуже станет, да, у меня, говорит, дальний родственник вообще от этого умер, да, и таким образом он еще хуже что делает? Еще хуже усугубляет положение человека. Да,
болезнь от этого может быть и не увеличится, но мысли в голове больного человека, они станут еще сильнее, еще будут давить на него больше, да, и из-за этого даже может ухудшиться его состояние, его положение. И, субханаллах, даже у арабов случился такой интересный случай. Один, говорит, человек, субханаллах, вот именно из-за своей глупости, говорит, человеческой глупости, у одной семьи, говорит, заболел отец в больнице. И издавна, говорит, знали эту семью, и как бы заболел как бы пожилой человек, уважаемый человек. Пришли его проведать. Лежит, говорит, отец, тут, говорит, родственники. И когда, говорит, отца проведали, когда выходили, родственникам говорят: эй, слушайте, говорит, не будьте такими, как такие-то люди. Когда, говорит, у них отец умер, они никому не сообщили, взяли сами втихаря и похоронили отца своего, да. Вы, говорит, такими не будьте, обязательно сообщите, да. То есть отец еще живой, он еще как бы больной, да, но он еще живой рядом, а те уже и похоронили, и там уже и все уже его это, да. И сообщите нам, пожалуйста, мы хотим прийти там и так далее, да. То есть подобные слова, они пользы не приносят никакой для близких людей этого человека, для самого больного. И поэтому, как пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, радовали благие слова, которые веселят, которые радуют, которые даруют оптимизм, да, так и мы должны поступать в соответствии с его примером. И поэтому, если мы встречаем больного человека, сделать дуа, иншаллах пройдет. Вот у нас вот очень хорошая поговорка такая есть, да, до свадьбы заживет. До свадьбы заживет. То есть не бойся, когда ты будешь полноценным, красивым, самодостаточным молодым парнем, да, к этому времени уже все это уйдет. Это же хорошие слова, субханаллах. Или же, например, у нас, у татар тоже говорят, да, батыр ярасыз юрмей деп айтады, шулай бит, да, то, что герой, или же силач, или же, допустим, там этот, да, он, у него не бывает такого, то, что он без ран ходит, да, он же сильный, он же там этот, да, всякое случается, и он выживет все равно, и все это пройдет. И поэтому подобными словами успокаивать тех людей, которые столкнулись с какими-либо тяготами, с какими-либо проблемами. Потому что как только, если человек начнет погружаться в эти плохие мысли, это действительно может сделать ему только лишь хуже. И поэтому я прошу Аллаха, субханаху ва тааля, чтобы все мы относились к самим себе и к другим, да, с искренностью, чтобы мы переживали друг за друга, чтобы мы пытались помочь друг другу, да, и даже хотя бы путем чтения рукья самим себе, нашим детям, нашим близким. И пусть Аллах, субханаху тааля, защитит нас от зла завистников, от зла шайтана, и пусть Аллах, субханаху тааля, всем нам дарует свое облегчение и свое излечение. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.